Сегодня в Ухте прошли антитеррористические учения. Совместные действия отработали региональные подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии, УФСИН, МЧС, ССЛУ, МВД России на транспорте и других оперативных служб. По легенде учений, террористы пытались пронести в аэропорт элементы взрывного устройства, а после их разоблачения взяли заложника и выдвинули ряд требований. Алексей Корчма узнал, чем все закончилось. Здание Ухтинского аэропорта оцеплено, люди эвакуированы, никого не выпускают. Внутри преступники, они захватили заложника, требуют самолет. Оперативный штаб прорабатывает детали операции. Продумать надо все до мельчайших деталей. Жизненно важно, угроза теракта для Ухтинского аэропорта, увы, не только сюжет учений. Ранее возникали реальные угрозы, но, к счастью, все обходилось, говорит директор Ухтинской воздушной гавани. Буквально неделю назад у нас была отработана ситуация, поступила информация из дежурной части аэропорта Внуково о минировании прибывающего рейса. Да, то есть в том случае были отработаны все мероприятия, которые у нас на этот счет предусмотрены. И также было оповещение всех государственных органов, то есть отработали все в штатном режиме. Жителям соседних домов и пассажирам пришлось поволноваться. Колонны спецтехники с включенными маячками, отряды спецслужб выглядят грозно. Впрочем, все невольные очевидцы сходятся во мнении. Отработка таких действий – процесс важный. Кто-то даже убеждался в этом лично. Что всегда готовы были. Оно при мне было. Не помню, в Хабаровске, по-моему, самолет заминировали. Тоже все, оцепление было. От пассажира поступало такое сообщение неадекватного. В ходе осмотра прилегающей к аэропорту территории обнаружен подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Его обезвредили. Тем временем оперативный штаб принимает решение провести боевую операцию. Финальный этап учений по отработке действий подразделений специального назначения по освобождению заложника и задержанию преступников в целях экономии ресурсов проводится на схожем объекте в аэропорту Сыктывкара. Нам необходим самолет. Бегом самолет! Иначе мы убьем заложника. К аэропорту подгоняют автобус. Нет, на сделку с террористами идти нельзя. Важно выманить их из здания. Снайперы занимают позиции. Бойцы Росгвардии и УФСИН готовы к захвату. Все происходит за секунды. Оба террориста обезврежены, заложник освобожден. В ходе учений отработаны действия всех оперативных структур, методики организации и проведения контртеррористической операции. Руководителем оперативного штаба, начальником УФСБ России по Коми Владимиром Щуровским цели и задачи учений признаны достигнутыми. Алексей Корчма, Артем Соколов, телеканал Юрган.